Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Несколько машин с топливом выехали в Касьювом и Петрунь. В отдаленные села Интинского округа начался завоз угля. Кто должен убирать снег и сосульки с крыш домов, балконов и подоконников? Управляющим компаниям поручено обследовать жилфонд и привести его в порядок. У интинских подростков появилась возможность вакцинироваться от коронавируса. Центральная городская больница получила первую партию препарата «Спутник-М». Жители Приполярья болеют за российских олимпийцев. Маленькие фигуристки поддерживают Камилу Валиеву. Зимняя автодорога, связывающая отдаленные села Интинского округа с городом, была открыта в конце января. На этой неделе начался завоз угля на котельные в села Касьювом и Петрунь. Запас топлива будет сформирован до конца отопительного сезона 2022 года. Этот вопрос стоит на особом контроле руководства округа. На балансе новой организации «Теплоэнергия», созданной на основе тепловой компании, находится 7 котельных в микрорайонах города, поселках и селах округа. Все они отапливаются с помощью угля. На структурные объекты компании, которые работают в черте города, топливо можно подвезти в любое время года. Но вот на котельные отдаленных сел, отапливающие социальные объекты и многоквартирные дома, сделать это можно только в зимнее время года, когда функционирует зимник. 15 февраля была отправлена первая большая партия угля. Несколько большегрузных машин поехали в села Касьювом и Петрунь. На этой неделе компания «Теплоэнергия» начала зимний завоз на удаленные теплоснабжающие объекты села Касьювом и село Петрунь. Сегодня были отправлены 5 машин, планируемый объем 1550 тонн. Вчера у нас уже был первый рейс, первая машина уехала у нас в Петрунь. Сегодня 18 тонн мы завозим в Касьювом и 33 тонны в Петрунь. Опыт работы уже подобный у нас есть. В этом году мы выиграли аукцион у тепловой компании, будем завозить уголь по контракту. На территории бывшей шахты «Капитальная» у компании «Теплоэнергия» расположен склад. Здесь хранится уголь из Кемерово, который был закуплен еще в прошлом году. Вскоре ожидается большая поставка новой партии топлива. В данный момент мы завозим те остатки угля, которые есть у тепловой компании. Скоро прибудет новый уголь и будет уже осуществляться доставка нового угля. На сегодняшний момент ждем еще отгрузки в 25 вагонов, в том числе объема и для зимнего завоза, и для потребностей городских котельных. Закрываем потребность в полном объеме, работаем по плану, без срывов. Как правило, зимник до сел функционирует до середины весны. За это время должен быть осуществлен завоз угля в котельные сел. Запас топлива формируется для отопительного сезона 2022-2023 годов. В удаленные села планируется завести 1300 тонн. Это село Касьювом и 250 тонн село Петрунь. Также в Абисе осуществляется железнодорожными поставками в районе около 1500 тонн. Вопрос своевременного завоза угля в отдаленные села стоит на особом контроле руководства округа. Он должен быть завершен в полном объеме до закрытия зимней автодороги. Мы осознаем важность социальную данных работ, то есть уголь будет завезен в полном объеме, вся техника необходимая для этого у нас есть. Главное, чтобы благоприятствовала нам погода. Это единственные проблемы, которые могут нас ожидать, потому что если будет тепло, к сожалению, будут проблемы с дорогой, и это несколько усложнит нашу работу. Но мы надеемся, что все будет хорошо. В общей сложности подрядной организации необходимо по зимней автодороге завести 1550 тонн угля. Управляющие компании должны внимательно следить за состоянием обслуживаемого жилфонда. В связи с обильными снегопадами и перепадами температуры воздуха на крышах некоторых домов образовались большие снежные шапки с сосульками. Управляющим компаниям поручено привести в порядок все кровли и козырьки подъездов. Снежные глыбы не должны падать на тротуары и проезжие зоны. Вся ответственность за сход снега с крыш жилых домов целиком и полностью лежит на плечах управляющих компаний. Чтобы не подвергать пешеходов и припаркованные машины опасности, коммунальщикам необходимо своевременно очищать кровли от наледи. Мы каждый день факсограммы им шлем. Вот сегодня мы планируем также отправить письмо официальное, потому что планируется оттепель. К концу недели до нуля идет. Естественно, все эти снежные накаты, заметы, сосульки, льдины, не дай бог, могут упасть на людей. Естественно, мы предупредим еще раз управляющие компании, чтобы они провели ревизию своих
территории, почистили снег, очистили балконы, козырьки, подходы к многоквартирным домам, потому что даже наверху есть снежные накаты во многих домах. Посыпали песком территорию, потому что, естественно, сейчас будет гололед везде. И следили более тщательнее за своим жилфондом. Собственникам квартир тоже необходимо проявить ответственность и внимательно следить за скоплением снежных масс на балконах, подоконниках и по возможности производить очистку. Хотела бы попросить жителей домов многоквартирных, чтобы также посорили свои козырьки, балконы и по возможности также скинули снег. Во избежание, у всех у нас есть дети, да мы сами ходим, чтобы, не дай бог, ни на кого ничто не упало. Жильцам, которые не могут самостоятельно убрать свисающие шапки снега с козырьков своих балконов и подоконников, необходимо обратиться в управляющую компанию, которая занимается обслуживанием дома. Если заявка будет проигнорирована, следует позвонить в управление жилищно-коммунальным хозяйством по телефонам 66028 или 61096. Представители надзорных служб регулярно проводят рейды по городу. За некачественное предоставление коммунальных услуг руководители ЖЭКов привлекаются к ответственности. Контролирующие органы – это мы и ГЖИ. Естественно, мы ежедневно ходим по жилфонду, все смотрим, осматриваем, предписания выставляем, выдаем, письма пишем, напрямую с управляющими компаниями работаем, ходим по жилфонду с мастерами, с директорами ЖЭКа, с людьми, которые там работают, и все это планомерно убираем. Все. А ГЖИ, естественно, выдает уже предписания такого характера, они уже штрафуют людей. Если есть сосульки, допустим, то, естественно, ГЖИ вышла, составила акт и оштрафовала управляющую компанию. Помимо кровель, необходимо очищать от снега придомовые территории и детские игровые комплексы во дворах. Во избежание травмирования людей пешеходные тропинки и ступени крылец следует посыпать песком. Горожанам тоже рекомендуется быть предельно внимательными и обходить места, огражденные защитной лентой. В ИНТУ поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков. Прививка будет проводиться препаратом «Спутник-М», который зарегистрирован Минздравом России еще в конце ноября прошлого года. По сути, это младший брат вакцины «Спутник-Ви», просто его дозировка меньше в несколько раз. Прививочный пункт для школьников в ИНТе открыт на базе детской поликлиники. В Республике Коми первая партия вакцины для подростков появилась в конце января. Сейчас небольшое количество «Спутник-М» привезено и в Приполярье. Вакцина детская поступила в небольшом, правда, количестве, всего 20 доз. Поступила вакцина, которая зарегистрирована на территории Российской Федерации, называется под торговым наименованием «Спутник-Ви», она же ГАМ-ковид-ВАК-М. Это практически облегченная вакцина спутника. Дозировка там активных веществ в 5 раз меньше, чем для взрослой вакцины. Прививаются дети от 12 до 17 лет. Вакцинация прежде всего показана тем, кто еще не переболел ковидом, тем, кто имеет хронические заболевания. К сожалению, среди детей сейчас это очень распространено. Прежде всего заболевания эндокринной системы, сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы среди детей, и, соответственно, часто болеющие дети. Вакцинировать интинских школьников начнут со следующей недели. Для этого уже оборудован кабинет в здании детской поликлиники. Здесь предусмотрен отдельный вход, чтобы пациенты и подростки, решившие делать прививку, не пересекались. Вакцинация будет проходить в детской поликлинике, потому что всего 20 доз, мы их не будем распределять по детским образовательным учреждениям, школам. Она будет храниться в детской поликлинике. Для этого мы организовали отдельное помещение. Вход будет, сейчас объясню, значит, там, где сейчас идет вход в поликлинику, в детскую, не доходя до этой двери, есть еще отдельная запасная дверь. На ней будет написано «Вход на вакцинацию». То есть с общим потоком дети не пойдут. Будет вход через отдельную дверь, вход на вакцинацию. Там будет находиться врач, который будет проводить осмотр ребенка, осуществлять допуск к вакцинацию, и тут же в процедурном кабинете будет проводиться вакцинация ребенка. Необходимо, конечно, детям до 15 лет присутствие родителей. Вакцина будет проводиться с информированным добровольного согласия родителей. С 15 лет подростки могут дать согласие самостоятельно. Вакцина от коронавируса «Спутник-М» двухфазная. Дозы вводятся с интервалом в 21 день, как и в случае со взрослой вакциной. У прививки также имеется небольшой перечень противопоказаний. Вакцина на сегодняшний день считается самой безопасной в Российской Федерации. Побочных эффектов
там очень мало. Это такие же, как и у взрослых, местные реакции, небольшое повышение температуры. Но это как это индивидуальная непереносимость препарата. Противопоказаниями являются тяжелые аллергические реакции в анамнезе, это анафилактический шок и отек квинки, обострение хронических заболеваний и острые инфекции. Для удобства граждан предусмотрена предварительная запись на вакцинацию. Оставить заявку можно по телефону 6 10 70 после 12 часов дня. С сегодняшнего дня мы открыли запись на вакцинацию. Это будет на следующей неделе вторник, четверг и пятница. Но пока распределили на 3 дня. Если вакцина останется, запись продлим. Но пока мы оставили запись на следующей неделе, вторник, четверг и пятница. Желающие есть, конечно, и было их достаточное количество, но, к сожалению, сейчас ситуация немножко изменилась. Сейчас, вы знаете, подъем заболеваемости был, и некоторые дети уже переболели ковидом с положительной ПЦР-диагностикой. Поэтому такие дети, конечно, пока получат медотвод. А остальные, пожалуйста, могут свободно записываться и приходить на вакцинацию. Можно также и без записи в эти дни пройти, просто позвоните своему участковому врачу и спросите, в какое лучше время подойти. Перед вакцинацией ребенка обязательно осмотрит медицинский работник. После прививки подростку следует 1-2 дня избегать значительных физических нагрузок. Глава Коми Владимир Уйба освободил от должности первого заместителя председателя республиканского правительства Игоря Булатова. Распоряжение о его отставке руководитель региона подписал в понедельник, 14 февраля. На эту должность назначен Алексей Просужих, директор Национальной библиотеки Коми. Напомним, обязанности председателя правительства Коми после выборов 2020 года глава Коми возложил на себя, однако исполнять полномочия председателя с 5 ноября 2020 года было поручено уроженцу Москвы Игорю Булатову. До этого назначения он был вице-президентом строительной компании ГРМ. Также Булатов известен как супруг модели Виктории Лопыревой. В декабре прошлого года полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан резко раскритиковал Булатова за неисполнение национальных проектов. В частности, полпред указал на очередной перенос сроков строительства 9 фельдшерских пунктов, назвав ситуацию недопустимой и критической. Пока Булатов был в отпуске, полномочия председателя правительства Коми были возложены на Эльмиру Ахмееву, министра экономического развития и промышленности республики. 17 января 2022 года Владимир Уйба отправил правительство в отставку, объяснив это решение новыми задачами по развитию экономики республики. На период формирования нового правительства полномочия председателя продолжала исполнять Эльмира Ахмеева. Во вторник, 15 февраля, стало известно о назначении на должность заместителя председателя правительства республики Алексея Просужих, 47-летнего уроженца Усть-Вымского района, который в 2014-2017 годах был первым заместителем министра экономики республики, а с лета 2020 года был назначен на должность директора Национальной библиотеки Коми. Зимние Олимпийские игры в Пекине близятся к завершению. Жители Приполярья вместе со всей страной внимательно следят за выступлениями российских спортсменов. Юные интинские фигуристки болеют за Камилу Валиеву. Еще несколько дней назад выход на лед и вся спортивная карьера Камилы были под вопросом из-за допингового скандала. МОК обвинил Валиеву в употреблении запрещенных веществ, и ее судьба до сих пор не ясна. За Камилу переживают все россияне. Интинцы не исключение. Ученицы спортивной школы Интинская пока не прыгают в 4 оборота, но они стараются и уже многое умеют. В поддержку Камилы Валиевой юные фигуристки записывают видео, где выполняют сложные элементы на льду и посвящают ей стихи. Валиева Камила, ты нас вдохновила, коньками режешь лед, золото нас ждет. Ты не одна, с тобой вся страна. Смело в бой, мы за тебя горой. Камила Валиева – это кумир для тысяч девчонок, которые только начинают свой путь в спорте. Фигурное катание – это не только спорт, а это еще и искусство. Буквально вчера была короткая программа, и Камила героически выстояла и победила. Камила, Аня, Саша, мы за вас! Многие люди, как и мы, решили поддержать Камилу Валиеву. Она уже стала частью истории мирового фигурного катания. Мы желаем ей в дальнейшем только побед и удачи. Камила покорила сердца миллионов детей и взрослых своим обаянием, артистизмом и техничностью.
Валиева первой из всех фигуристок исполнила прыжок в 4 оборота в программе Олимпиады. Раньше этот элемент считался личным достижением спортсменок. Камиле принадлежат мировые рекорды по количеству баллов в короткой и произвольной программах. Наши дети и семьи, конечно, мы смотрим Олимпиаду, мы болеем за наших девочек, мы болеем вообще за все виды спорта. Вот. Девочки, конечно, когда идут выступления, от телевизоров не отходят. То есть мы за наших. Вся Инта болеет за наших олимпийцев, которые выступают на Олимпиаде в Пекине. Естественно, вот та молодежь, которая у нас в нашей школе занимается, она болеет за хоккей, за фигурное катание, за лыжные гонки, за все виды, которые есть на Олимпиаде. Это ведь очень здорово, когда молодое поколение так болеет за нашу Россию, громко скажу, потому что это гордость, это патриотизм, поэтому все болеем за Россию! Ученица 5 класса гимназии номер 2 Вероника Панкратова начала заниматься фигурным катанием с детского сада. Мама привела малышку на каток в оздоровительных целях. Спустя несколько лет девочка влюбилась в этот вид спорта и уже не представляет свою жизнь без коньков и льда. С детства я очень болезненный ребенок, и поэтому мама меня для закалки отдала на фигурное катание. Занимаюсь я им с 4 лет, уже 7-й год получается. Сейчас я исполняю прыжки двойные все, изучаю такой прыжок, как дупель, он 2,5 оборота. И катаюсь по 2-му спортивному разряду. Мы ездим в такие города, как Сыктывкар. Раньше ездили в Салехард. Я заняла по 2-му юношескому там 1-е место. В Сосногорск, в Ухту. Мир фигурного катания прекрасен и разнообразен, но есть свои недостатки – ушибы, травмы, отсутствие свободного времени, соблюдение диеты. Каждое выступление спортсмена – очень тяжелый и кропотливый труд. Чтобы достичь высоких результатов, дети должны много и усердно тренироваться. Зачастую юные звездочки идут к своей цели сквозь боль и слезы. Если больно, надо продолжать. Результата не будет, если не продолжать, сразу расстраиваться и уходить с тренировок. Надо до конца тренировки отрабатывать и не стоять. Юные интинские фигуристки уже умеют прыгать двойные ридбергер, луц, флип, сальхов, тулуп, аксель и выполнять много головокружительных вращений. Я занимаюсь фигурным катанием с 6 лет. Меня отправила на фигурное катание мама, чтобы поддержать здоровье. Но потом у меня стало хорошо получаться, и я начала заниматься для спорта, а не для здоровья. Недавно я пробовала прыгать тройной ридбергер и стремлюсь покорить дупель. Прыжки – это основные элементы фигурного катания. Они делятся на 2 группы – реберные и зубцовые. Большинство прыжков названы в честь спортсменов, которые их первыми выполнили. Например, сальхов назван в честь фигуриста из Швеции Ульриха Сальхова. Ридбергер – это прыжок, напоминающий петлю. Первым его исполнил немецкий фигурист Венер Ридбергер. Аксель – самый сложный из реберных прыжков. Его делают с движением вперед.
Название пошло от норвежца Ольсена. Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, которые участвуют в Олимпийских играх в Пекине, с легкостью выполняют прыжки в 3 и 4 оборота. Кроме того, им не составляет труда сделать сразу несколько прыжков подряд. Для болельщиков со всего мира наши спортсменки лучшие на этих соревнованиях. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий НТ. Всего доброго и до свидания.